Согласно Википедии, это бинарное неорганическое соединение. У Платона же было более романтичное определение. Это источник и гробница всего сущего во Вселенной. Как известно, мы на 80% состоим из воды. Насколько это процентное соотношение или другое влияет на наше здоровье? И можно ли водой погасить серьезные проблемы, с которыми сталкивается организм современного человека? Об этом мы будем говорить сегодня с очень интересным, на мой взгляд, собеседником моим сегодняшним, наш гость в студии, которого я с удовольствием представляю, это Малазухур Тахири, президент Ассоциации народной медицины Республики Таджикистан, обладатель 17 патентов на изобретение. Речь идет о фиточаях и автор 37 книг о здоровье и здоровом образе жизни. Можете поздороваться с нашими зрителями. Здравствуйте, уважаемые дагестанцы, я вас всех люблю. Значит, я сейчас нахожусь на территории Дагестана уже более 6 месяцев. Так, я Расул Гамзатовым дружил когда-то, и о нашей дружбе и есть наши совместные фотографии, которые там присутствовал Насрулла Магомедов. Об этом тоже чуть позже, доктор. Чуть попозже, да? Я с удовольствием представила вам сегодняшнего моего гостя и напоминаю, что программа идет в пятницу в прямом эфире. Вы можете подключаться к обсуждению. Все, что касается целебных свойств воды и возможностей с помощью воды выправить проблемы со здоровьем. Наша сегодняшняя тема. Пишите, звоните. Наши адреса прежние: 69 44 72, телефон прямого эфира. И смс-вопросы можно направлять на короткий номер 46 47. Пишите и звоните, я буду рада обратной связи с вами. Это программа «Здоровье». Я Бария Тубрунская. Приветствую вас всех. Итак, мы начинаем. Господин Тахири, немножко о себе. Коротко. Я по профессии врач, кардиолог, психотерапевт, фитотерапевт, мануалист, сексопатолог. Я потратили время на свое образование. Защитился в Первом мединституте в Москве. Вообще все существование я учился на территории России у самых крупных ученых. Это был Рожнов, главный психотерапевт Союза, Либех, который написал «Женская сексопатология», ну, в многих других клиниках. И 91 года я уже занимаюсь частной медициной. Начал разработать ЧАИ. Сейчас у меня есть производство в Подмосковье. Вот мой цель приехать в Дагестан, изучать тоже здесь. Здесь похож, как в Таджикистане, очень хорошие травы, значит, экологически чистые. Поэтому я хочу здесь найти каналы, разработать. Вот с моим предложением в Таджикистане вышел закон о народной медицине. Сейчас там обеспечено более 5000 человек рабочее место именно по заготовке, разработке лекарственных трав. То есть это рабочие места к тому же? Да, и здесь вот у меня цель тоже так помочь людям. Вот и вы задавали вопрос себе, значит, познакомить. Я в данный момент нахожусь на территории зоны отдыха «Дельфин», прямо у моря, потому что море – это вода, основной источник жизни, поэтому вода в жизни играет основную роль. Я написал книгу «Вода дороже золота», потому что, хотя у вас дома 10 килограмм золота есть и нету воды, человек может обезвоженно умирать, а золото ему не поможет. Скажите, вы человек, представитель были традиционной медицины, занимались, я думаю, государственной практикой, работали спокойно себе в государственной какой-нибудь клинике, лечебнице. Как вы к этому пришли, именно к воде? Так, в самом деле я работал кардиологическом диспансере в Таджикистане, потом в отделении долечивания, а потом в курортной системе. У нас есть знаменитый курорт Хаджи-Обигарм, это в горах, очень на высоте почти 2,5 километров. И там я начал заниматься именно лечением водами. Там источник радоновый пар, вода радоновая, потом питьевые воды. Когда анализировал, я работал на 3 этапах. Это отделение реанимации, отделение долечивания и курортная система. Пришел к такому выводу, чем человек ближе к природе, он быстрее поправляет свое здоровье. Потому что это природные факторы. И Бог создавал на земле все то, что вокруг нас есть: вода, солнце, воздух и наши травы. Поэтому я пришел уже к другому медицину, именно сказать о медицине, который в свое время он тоже занимался природным методом оздоровления. И я сейчас пришел к такому заключению, что надо людей лечить именно природными продуктами, которые Бог дал на земле. Скажите, вы являетесь президентом Ассоциации народной медицины Республики Таджикистан. Как эта ассоциация работает сейчас без вас?
Так, Как вы их покинули? ассоциация работает нормально, потому что в нашем ассоциации есть ученый совет, там работает более 12 ученых, начиная академики, кандидат науки, биологи, химики, геологи. Мы в комплексе работаем. И впервые в Таджикистане мы сделали закон о народной медицине, указом нашим президентом в 2004 году был указ. И сейчас во всех клиниках есть угол фитотерапии, фиточаи различных и лечение водой. Именно пользуется широко сейчас. Скажите, вы видите перспективу создания подобной ассоциации? Они у вас есть в планах у нас в республике? Я являюсь одновременно членом общества фитотерапевтов России, членом Ассоциации Российской Федерации, член журнал практической фитотерапии. Я почти полгода работаю на территории России, полгода на территории Таджикистана. Таджикистан обычно я летний период сам занимаюсь заготовкой травами. А сейчас в Дагестане уже я был в Шамильский район, посмотрел горы, травы, даже в школе с учителями встретился, чтобы они хотя собирали для себя. Вот эта травы зря пропадает. Например, по нашему предложению, Казани организованно в школах дает фиточаи детям профилактически. Сейчас у нас очень слабое звено профилактической медицины. Потому что когда в многих школах мы заходили, у детей у многих есть анемия, зоб, гельминты. Когда дети начинают 2-3 недели принимать, он исчезает, этот человек уже здоровый. А когда, значит, не будем провести профилактику, и будет много проблем. Поэтому будущее медицины это профилактический. И то, что вы сказали, я здесь нахожусь, сейчас у нас интернет есть, у нас телефон мобильный есть. Я каждый день 10 раз разговариваю с Таджикистаном, какие проблемы решу, и даже больных лечу по телефону. У нас первый смс-вопрос. Напоминаю, мы работаем в пятницу для вас в прямом эфире. Сегодня 16 мая. Можете подключаться к обсуждению. 69 44 72 это наш телефон. А смс-ресурс на короткий номер 4647 вы можете посылать ваши смс-сообщения. Вот одно из них по теме. Можно ли водой вылечить гепатит Б? Ваше мнение? Конечно, гепатит сразу не лечится водой, но вода, конечно, чистит. Основной источник вода, вот, например, в организме является вода. Я в своей практике начал использовать очень много методик. Хотя, когда в реанимации я работал, мы начали капать. Это капельницы в состав тоже есть много жидкости, это вода. А когда человека начинаешь учить, великие авицины сказали, люди умирают не от болезни, а от незнания. Я даю людям знания. Когда человек значит, имеет знание, он себя может вылечить. Потому что надеяться на меня, на врача, это трудно. Человека надо учить, чтобы он сам себе работал. Поэтому мой первый совет, надо каждый утром, когда человек проснется, надо пить 2 стакана воды. Скажите, есть много мнений разных. Одни говорят, надо пить ее подкисленную лимоном. Другие говорят, нет, надо воду употреблять с содой. Третьи, нет, если не добавлять соли, то человек весь день не будет испытывать жажду. Вы вот за чистую воду или какие-то добавки приветствуете? Я, конечно, за чистую воду, потому что вода, как вы знаете, основной источник энергии. Даже я могу вот показать такой эксперимент. Вот видите, горит лампочка здесь. А почему? Что это означает? Потому что здесь происходит, наше тело как электростанция, вырабатывает энергию. Вот у человека постоянно температура держится, скажем, 36,7, да? Посмотрите на моей руке, что произойдет. Вот. Горит, значит, если человек устается, к концу рабочего дня, конечно, слабо горит. Если где-то параличи, порезы, там вообще не горит. Не горит. Потому что благодаря вот электростанции вот лампочки горят. Правильно? То есть мы сейчас выяснили, что, по крайней вот мере, наш на этот организм, момент со мной все в порядке. Да, как электростанция. У вас сейчас все в порядке, вы правильно делаете, уже мы с вами разговаривали, что вы пьете нормальную воду. Потому что если человек регулярно пьет воду, кровь не сгущается. Скажите, доктор, вот я просто люблю воду. Я с детства люблю чистую воду. Я ее люблю больше, чем чай и компот. А как человеку, тому же ребенушу, привить такую любовь к воде? Поэтому надо людей учить. Когда-нибудь объяснить, разъяснить. Некоторые говорят, вообще не хочу пить воду. А потом, когда проблемы начинаются, у них много проблем и решить сложно будет. Вот, поэтому я сейчас сделал много предложений, даже в многих странах президентах, чтобы именно в Таджикистане тоже проходил 2 международных конгресса, где участвовали 70 стран мира. Можно я вас перебью? Да. У нас звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем.
Здравствуйте. Здравствуйте. У меня вопрос. У меня обнаружили вирус Эпштейн-Бар. Можно ли ее вылечить травками или чем-нибудь? Меня очень беспокоит. Так, я понял вас. Любой болезнь можно вылечить. Академик Наумовакин, основоположник, значит, космической медицины, он несколько раз выступил, сказал, нету такой болезни, как СПИД. Эта группа ученые продумали, чтобы деньги зарабатывать на этом, они продумали такой болезнь. Но сейчас девушка говорит не о да, СПИДе, не, я понял, это тоже вирус, она говорит о каких-то... Поэтому это сложно, надо много вещей посмотреть индивидуально и индивидуально дать рекомендации. О том, как найти нашего сегодняшнего собеседника, мы чуть позже вам сообщим. Прерываемся на рекламную паузу, не переключайтесь, мы к вам вернемся обязательно. Мы продолжаем наш эфир. Напоминаю, тема сегодняшнего дня – целебные свойства воды и возможность с помощью воды решать проблемы со здоровьем. Нас сегодня консультирует президент Ассоциации народной медицины Республики Дагестан, кандидат Республики Таджикистан, поправляет меня наш гость, кандидат медицинских наук Малазухур Тахири. Доктор Тахири, по поводу спектра заболеваний, с которыми вы чаще всего сталкиваетесь и добиваетесь максимальных результатов? Вот смотрите, я специально взял книгу «Вода. Натуральные лекарства от ожирения, рака и депрессии». Есть какие-то ваши авторские методики? Как это происходит? Нет, сам процесс лечения например, как происходит? сам написал «Вода дороже золота». Дело в том, что когда у человека плохое настроение, например, возьмем депрессию, да, он пришел уставший, он сразу начинает воду пить и начинает душ принимать, через какое-то время, полчаса у него уже другое настроение. Любой сигнал боли где-то в органе – это нехватки воды, жидкости. Но может это все-таки ваше фанатичное представление? Нет, это не фанатичное, у меня доказано, у меня есть несколько методик лечения, например, я многим больным выписываю. Первый день в неделю один раз голодать, в этот день каждый час пить воду. С 8 утра до 8 вечера, значит, это будет 2-2,5 литра. А потом утром встали, начинают воду пить, за час до еды, после 1,5 часа после еды стакан воды. Мы обязательно вернемся к продолжению. Звонок в студию. Говорите, мало слушаем. Алло, с кем? Вы говорите со мной. Меня зовут Бария Кубрынская. Ваш вопрос. Алло. Да. Алло, вопрос можно? Да, конечно. Да. Вопрос такой, можно ли спросить надо, хочу там аденома без операции, как можно лечить? Сегодня мы говорим о лечении водой. Доктор вас проконсультирует. Спасибо, что обратились. Итак, ваше мнение. Аденома? Так, правильно вот сейчас задавал вопрос тоже. Если человек водой регулярно, периодически будет делать клизмы. О воде можно много говорить. Там есть души, ванны, микроклизмы. Я, например, когда-то давал в ЗОЖе информацию о лечебных микроклизмах и периодически чистить кишечник и сам по себе уменьшаться в размере аденома. Потому что когда калиевая масса накапливается, сдавливает, и, естественно, там нарушается приток крови. А когда регулярно чистится кишечник, и эта проблема тоже решается. В вашей практике очень много у меня практики. С каким максимальным результатом вы столкнулись, можно сказать? Те люди, которые по отношению к своему здоровью не безразличны, выполняют мои назначения, 50-70% они выздоравливаются. Это все зависит от самого человека. Я всегда говорю, ни один больной, если сам не захочет, ни один врач ему не поможет. И в свое время медицина тоже сказали здесь, я, ты и болезнь. Если ты со мной будешь сотрудничать, болезнь уходит. Если нет, есть другое замечательное высказывание. Если пациент действительно хочет жить, врачи бессильны. Это шутка. У нас звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Откуда вы дозвонились, можно узнать? Откуда? С Махачкалы. Ваш вопрос? Так, мне не нашли, а по результатам анализа у меня гемоглобин 169.
Вот хочу узнать, может ли быть с этим связана вот какая-то ломота в суставах или там, ну, ухудшение здоровья какое-то, потому что я в последнее время очень плохо себя чувствую. И еще я слышала, что это можно вот как-то водой исправить. Тоже мне говорили, но я точно не знаю как. Но вы Нужно побольше сделали воды пить. первичное обследование, вы проконсультировались у врача? Да, проконсультировалась, но врач не знает, почему, ну, причин этого повышения гемоглобина она мне не сказала. Мой Она вам говорит, я совет, не найдите знаю. адекватного врача, а мой собеседник в студии сегодня вам ответит на ваш вопрос. Так, Примерно. Я ориентировочно хочу вам сказать, что потому что у нас основной два лаборатории есть. Это первый печень, второй почки. Например, любое заболевание, ну, нарушение глазные и боли в сердце или что-то, это нарушение функции печени. Любой боли в суставах поясницы, это нарушение функции почки, потому что плохо происходит фильтрация. Я в своей практике, вот даже недавно в Дагестане одного профессора проконсультировал, он боли в суставах был. Назначал препараты, которые очищают почки, фиточаи. На третий день он мне звонит, говорит: спасибо, доктор, ты был прав. Поэтому, опять-таки, вода – это основное лекарство, это дополнительные потом наши препараты, чаи. Даже иногда говорят, не таблетка, а вода, которую запиваешь, он помогает этому человеку. Доктор, еще один звонок у нас. Говорите. Алло, алло, здравствуйте. Здравствуйте. Ваш вопрос? Вопрос такой. Скажите, пожалуйста, гастрит двенадцатиперстной кишки и желудка можно ли водой лечить? Спасибо за вопрос. Можно лечить. Вот схема, которую я сказал, если вы будете соблюдать, регулярно воду пить, у вас сразу все происходит. Любой боль – это сигнал о нехватке жидкости, это нехватке воды. Скажите, в интернете можно набрать как-то ваши методики увидеть? Так, в интернете просто у меня есть 4 сайта, можно написать слово «доктор Тохири» на русском языке, он все входит. И ознакомиться с вашими методиками. И вот книга «Вода дороже золота» тоже есть в этот У нас смс-вопрос, напоминаю, в пятницу 16 мая мы работаем для вас в прямом эфире, у вас еще есть возможность подключиться к обсуждению темы целебные свойства воды и возможности с помощью воды решать проблемы со здоровьем. Только что был вопрос по поводу того, что гемоглобин очень высокий. Здесь другая ситуация. Здравствуйте, как можно повысить гемоглобин? Спрашивает у вас наш телезритель. Ну, гемоглобин повысит. Я, например, всегда говорю, вот яблоко, если вы начинаете употреблять, там есть железо. Не нужно кожу чистить. И семечки, которые есть, там имеют очень много йода. Вот это йод, который внутри семечки есть, уже как профилактика, это значит болезнь щитовидной железы. А сам по себе, когда анемия, нехватка железодефицитной, там заполняется дополнительно, значит, железы. Вот то есть это все-таки препараты, утром, а не лечение водой? Вот смотрите, утром, вечером принимать одно яблоко. Вот у меня такой совет, пускай вместе попробует, а потом ответ напишет нам. У нас звонок в студии еще. Говорите, мы вас слушаем. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. На вот это, насчет на похудение, какую-нибудь роль играет вода? Сколько вам лет и какой у вас вес, можно уточнить? Вес у меня слишком большой, поэтому спрашиваю. Так, это индивидуально, вы лучше Спасибо. приходите, потому что там есть методика. Конечно, все зависит от воды. То, что вы набираете, когда вы немножко голодный, начинаете много кушать, конечно, чтобы он переваривался, нужна вода. А вот схема лечения, это надо индивидуальный подход каждому человеку. Скажите, вы ведь лечите людей от ожирения, я правильно вас понимаю, и от избыточного веса. Самый большой результат, который вы достигли, сколько килограмм был в месяц? Самый большой 10 килограмм в месяц люди, которые у меня были. Есть мнение, что больше 1,5-2 килограмм худеть в месяц это очень тяжело и Нет, чревато для организма, нет? Не тяжело. Вот недавно была программа по России, там за 6 месяцев человек 67 килограмм похудел. Вот программа, которую по России показали. Люди, которые имели вес 200 с чем-то килограмм, если человек перед себя поставит код, вот, например, я сейчас являюсь еще автором книги «Как прожить 100 лет не болея». Сейчас на территории Дагестана больше 20 организаций. Я читал лекцию. Первый мой вопрос. Кто хочет жить 100 лет, руки поднимите. Мало кто руки поднимает, потому что люди Не просто, верят в эту возможность. не верят в эту возможность. Надежда на выздоровление – половина лечения. Потом, если у человека хорошие мысли, настрой на этом, обязательно он добьется этому.
Вот я взял такую книжку «Дерево», да, история. Много дерева, больше 300 миллионов лет. Все, и люди жили некоторые до 700 лет. У нас возможности нашего организма колоссальные. Просто надо учить людей к этому. А многих, например, ну, скажем, в школах, институтах этому не учат. У нас вопрос в студию. Говорите, мы вас слушаем. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, ревматоидный артрит можно вылечить? Если вы хотите, можно. Я помогу. А как? Ну, это индивидуально, это же по телефону или по то, Для что всех, кто великий хочет. мудров в свое время сказал, каждого больного надо решить его судьбу у постели больного. Вот вы когда приходите, я как врач буду смотреть весь диапазон вашего организма, буду изучать и вам дать советы, вы быстро поправитесь. Для всех, кто хочет попасть лично к доктору, я озвучиваю номер телефона 8 928 591 28 32. Еще раз, мегафон 591 28 32. Возможность записаться на личный прием к нашему сегодняшнему собеседнику. Как вылечиться от похмелья, спрашивает вас. Ну, а похмель, значит, там количество алкоголя в крови много, вода разбавляет. Воду пить в течение вот этого дня 2-3 литра, сам по себе похмель уходит. Скажите, пожалуйста, доктор, ну вода в воде рознь. Очень много разных мнений по поводу качества воды и по поводу того, какую воду надо Вы пить. правильно- Одни говорят, что кипяченая вода обязательно, потому что никакой воде доверять невозможно. Другие говорят, кипяченая вода мертвая. А вот что делать рядовому Вы жителю правильно задавали вопрос. Махачкалы или других регионов? Вот по предложению нашего президента в 2003 году на 54-й сессии ООН был объявлен год пресной воды. В земном шаре всего 3% питьевой воды. Остальные это океаны, море различные. Например, 1 литр морской воды имеет 35 грамм соли. Поэтому, когда человек пьет родниковую воду, талую воду, бывает дождевой вода, конечно, они более эффективны. И сейчас, например, с крана ты не знаешь, что течет. Например, в много местах хлорируют. Человек вот в многих цивилизованных городах в течение суток человек расходует 700 литров воды. Самый низкий 10 литров в некоторых местах, которые в течение суток человек пользуется, моются там, пьет там, полоскает, все вот эти вещи. Доктор, это глобальные проблемы, и они очень важны. Но сегодня, проживая в малогабаритной квартире с замечательным городом Махачкала, с его замечательной канализацией и водопроводящими системами, что мне нужно пить? Какую воду? Ну, воду, конечно, периодически нужно менять. Можно периодически пить минеральные воды. Можно воду привезти с источника, там пить. И кипятить воду пить. Вот поэтому в каждом случае нужно индивидуально. Сам организм, человек тоже сам ощущает, какой вода ему больше полезнее, он на этом начинает дальше жить. Давайте еще Вот, раз. например, я вам хочу сказать, вот у меня внук 2 годика. Между 5 и 6 часов он обязательно плачет и просит воду. Сразу 100 грамм воды пьет, он уснул, успокаивается. Вот организм уже дает сигнал, когда дети тоже плачут, тоже нехватка воды. Или от голода плачет, или там где-то болеет, или вот нехватка воды в организме. Вот видите, сам по себе дает сигнал, но люди не знают, потом начинают ходить по разным дистанциям. Еще раз, средние критерии того, при каком весе, в каком возрасте, сколько воды нужно пить и как? Ваши рекомендации? Вода, например, рекомендация каждому случаю индивидуально. Это Ну, средние какие-то средние, показатели. где-то я рекомендую людям 2,5-3,5 литра воды пить. Ну, это очень много, если Нет, говорить это о не чистой очень воде, много. потому Это что мы не еще очень. пьем чай, супы, Нет, вот соки. смотрите, человек в течение суток выделяется 1,5 литра мочи, через дыхательные пути выделяется 500 мл воды, через пот 400 мл воды, через калиевые массы 150 мл воды, получается где-то около 3 литра воды испаряется. Один из теорий сгущения крови или, скажем, потом образования инфаркта, инсульта, то, что испаряется вода, кровь сгущается, образуется тромб. Я как раньше назначал, значит, люди, препараты, которые разжижают кровь, а сейчас назначаю воду.
потому что он разбавляет. Простая методика. В самом деле, вот я когда... На самом деле, получается, и кровь они густая, сдали, еще да, и препараты. они сдали анализы на свертываемость крови. Вот после питьевой воды тоже восстановился. Просто когда человек не знает, потом ходит по разным диссертациям. У нас звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем. Алло, алло. Алло, Здравствуйте. здравствуйте. Ваш вопрос? У меня такой вопрос. Можно ли вылечить сердечные и почечные отеки? Вот. Вы имеете в виду Сердечный, именно водой? Это почечный, сегодняшняя что? тема. Или же другие способы. Если общие отеки нарастают, как их вылечить? Спасибо за вопрос. Ну, раз отеки нарастают у вас уже или там сердечный недостаточность, или почечный недостаточность, это вопросы обязательно нужно в индивидуальном порядке надо посмотреть и подобрать вам определенные схемы лечения питьевой водой, лекарствами, травами. Это индивидуально. Вы можете потом обращаться, мы вам поможем. Сахарный диабет можно ли вылечить вашими методиками, спрашивает зритель. Так, сахарный диабет, конечно, если инсулинозависимый, немножко сложновато, а если человек инсулин не принимает, можно просто дать рекомендации. Вот я один пример могу сказать, да, я когда по Таджикистану выступил по телевидению и дал людям